Что у тебя в голове творится? Я говорю, там просто война какая-то происходит, я не могу понять, что там. У меня папа всегда говорил, урулуңмы, гитарыңа. Нервничать, да, Шукурляву тира, немит ярайды, я не знаю. Ух ты, у тебя была уже такая стратегия. До этого тебя в дзюдо отправили. Я сказала, нет, это не мое. Но жизнь вообще меня не вкладывает. Звонит, она кричит с телефона. Я говорю, что случилось? А твои подписчики как на это реагируют? Добрая и ненормальная. Ты логично, она все равно догадалась. Нет, я даже не думала, что что-то случилось там. Лев. Настоящий лев. Львы такие. Не хочу, не надо, значит. А там не надо. У меня все нормально, я не лоханусь второй раз. Не надо, хватило мне. Я просто убрала этих людей из своей жизни, и все. И шикардосно. Я верю в хорошее, хорошее со мной случается. Я верю, что у меня получается. И я заряжаюсь их энергией, их любовью ко мне. Если ты действительно этого хочешь, у тебя все получится. Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите новую передачу «Ключ к успеху», которую веду я, Гюль Тамада. С нами съемочная группа видеофотостудия Бальвари. И у нас первый гость, мега позитивная, креативная, всегда открытая, добрая, просто красивая девушка-блогер Айнуля. Спасибо. Айнуля, привет! Привет, какая? Ну что ж, начнем с твоего позволения? Да, давайте. Поехали. Итак, начнем, наверное, с самого такого интересного. Айнуль, охарактеризуй себя в 2 словах. Какая ты? В 2 словах. Да. Так. Добрая и ненормальная. Не согласна, конечно, но это твои слова. Ладно. Айнуль, вот такой вот вопрос. Когда ты решила стать блогером? Когда и как? Ну, я вообще сама по себе всегда была, скажем так, медийной личностью, даже хоть в садике, хоть в школе и в университете, скажем так. И так получилось, что после учебы, когда я приехала, мне не хватало общения, потому что я всегда была в центре внимания, а когда я вернулась, мне этого не хватало. А училась ты? Училась я в Харькове на экономиста. Ну, у меня 2 специфики. Я могу быть экономистом и могу быть юристом в промышленности и экономики. Поэтому... Супер. Это какие года? Это с 2010 по 2016 год. Степень магистратуры, да. И вот после возвращения на родину, уже как-то, когда мне не хватало общения, я начала общаться со своими друзьями, которых я знала, на которых я была подписана, так же, как и они на меня. И вот с этих, наверное, времен у меня все пошло-поехало. Потом начали подписываться друзья друзей. Короче, вот поэтапно вот начала расти именно в Инстаграме. Но я еще до этого понимала, что на тот момент, что Инстаграм будет развиваться как живая бизнес-площадка. Ух ты, у тебя была уже такая стратегия, знала, да? Да, потому что нас уже как бы на учебе об этом нам как-то говорили, рассказывали, и уже мышление о том, что Инстаграм будет продвигаться как живая бизнес-площадка, у меня уже какое-то представление было. Супер, отлично. А блог ты вела как вот? У меня вообще изначально блог был лайфстайл, то есть, как сейчас стримеры, да, о своей жизни? Да, каждый, я как бы не меняю его, но просто какими-то новшествами добавляю, потому что начинала я с того момента, то, что происходит со мной, с моей жизнью, какие изменения были на тот момент и какие изменения вот второстепенно уже прибавляются с каждым днем. Отлично. Айнуль, вот как ты считаешь, в чем плюсы и минусы блогера? Быть блогером, плюсы и минусы? В чем плюсы и минусы? Минусы, наверное, скорее всего, это мало времени бываешь дома. Минус. На семью мало времени остается. Да. Я не могу перечислить как бы столько. Их может быть бесконечно много, так же, как и бесконечно много плюсов.
То есть, во-первых, когда ты что-то рассказываешь, ты должна понимать то, что от твоих слов может поменяться чья-то жизнь. Ух ты. То есть ты можешь кого-то как бы и поднять, да, морально, смотивировать, точно так же можешь опустить кого-то. И поэтому, когда ты что-то говоришь, когда ты говоришь, даже элементарно, когда ты пишешь, да, в своих сторисах какие-то слова, такие, скажем, как мотивационные, такие, как советы, да, есть люди, которые к этому прислушиваются. И иногда бывает то, что, не иногда, практически всегда я каждое вот такое вот мотивационное слово пишу для себя. Чтобы я это смотрела и сначала думаю, а посмотрела бы я, а зацепила бы меня, вот то, что я написала, а прислушалась бы я. То есть, находясь, да, за экраном телефона, то есть пригодился бы этот мой совет мне же самой. Вот да, как бы вот так. Компания Vitra является ведущим мировым поставщиком всего спектра товаров для ванной комнаты. Более 50% всей продукции, выпускаемой под брендом Vitra, экспортируется через развитую торговую сеть, которая включает в себя более 150 салонов и 2000 точек продаж в крупнейших городах мира. Известная своим инновационным творческим подходом и стремлением к совершенству, компания Vitra черпает вдохновение из культурных и этнических традиций, чтобы создать неповторимый облик современной ванной комнаты, наполненной атмосферой изысканного комфорта. Среди клиентов Vitra стадион Уэмбли, аэропорты Мюнхена и лондонский Хитроу, самый большой в мире круизный лайнер Queen Mary 2, а также всемирные сети отелей Hilton, Radisson и Marriott. Vitra. Айнуль, когда к тебе пришел первый твой успех? Когда ты вот почувствовала этот вот мой успех, вот наконец-то, и вдохнула? Такого наконец-то, еще я этого еще не говорила. Но пока нет такого. Пока не было такого, то, что я сказала, вот наконец-то я там достигла того, чего я хотела. Еще не было. Я еще на этапе, как так скажем, созревания. С каждым днем улучшаюсь, с каждым днем развиваюсь, с каждым днем у меня круг общения увеличивается. Все шире и шире. Шире и шире. Кого-то исключаю из своей жизни, кто-то сам исключается из моей жизни. Ну, это да. То есть все поэтапно, но именно так, чтобы сказать, вот наконец-то, этого еще не было. Ладно, а вот возьмем так, что первый успех. Вот поменялось что-то кардинально после этого и уже начал идти в гору. Я, знаете, так скажем, я всегда верю в самое хорошее. И вот на моем жизненном этапе был такой момент, то что я не в тысячных участвовала, а в миллионных. То есть я была участницей марафона. Какой марафон? Уго Аравитисян, это всемирно известный визажист, наверное, тоже знаете. Я просто решила разбавить свою ленту, взять какие-то навыки по мейкапу и просто как бы для забавы ради дильшиалака я решила принять участие. Меня, конечно, смотивировала моя сотрудница на тот момент, у меня был салон, моя сотрудница Анжелика. Она меня смотрела. Она говорит, Айнуля, а что, попробуй? Говорит, это, во-первых, ты набьешь себе руку, во-вторых, у тебя будет какой-то опыт, в-третьих, у тебя будет разнообразие в ленте. То есть, как бы она меня подтолкнула. То есть, у тебя цели не было, вот я выиграю обязательно? Нет, просто? Я просто ради забавы, да, вот как-то так. А за мейкап ты уже знала? Я работала визажем, занималась визажем, я была визажистом в своем салоне. Ух ты, да, видишь как? И, скажем так, вот как-то это меня направило, и я решила попробовать. И вот, скажем так, начала марафон, первый образ, второй образ, да, потом все больше становится, этот интереснее.
Я вообще там хотела забросить, я сказала, ну его в баню, столько времени тратить на это все. Зачем? Говорю, все равно нас никто не заметит. А твои подписчики как на это реагировали? И люди, я говорила, ребят, все, как бы я не хочу уже, у меня на это времени нету. И в тот момент наш блог как бы только-только развивался, и везде были открытия, вот так, все туда ходили, а я была зациклена на марафоне. Короче говоря, я даже хотела забросить на каком-то его образе. Почему? Потому что это надо ходить искать костюм, надо ходить искать не только же, надо же полностью надо преображаться. И у нас немножко сложно. Почему? Потому что всех тех костюмов, которые есть у нее, найти сложно. Я ходила по театрам, я очень многих костюмеров знаю, у кого что есть, кто чем занимается, молодец. У кого какие парики. То есть я это все изучила на тот период. И, скажем так, то, что я нашла потом, у меня именно застоялся один образ, я сказала, будь что будет, я сделаю вот так. И это вот, какой образ, не помнишь? Вот я не помню, честно говоря, потому что много всего в голове, не помню. Именно вот на каком-то я вот пошла вот это дал мне толчок, я сказала, ай, ладно, болса болар, болмаса да, атнашто молор, да, то есть вот так вот. И подходит, это был май месяц, мы потом еще, я, получается, красила выпускниц, получается, с 24 на 25 мая, мы потом 25 весь день отсыпалась, потом погуляли, и с 25 на 26 ночи она оглашала победителей. Победителей. Да. В этот момент у меня просто, я сидела, ждала результатов, и у меня просто отключился телефон, отключился интернет. Отключился интернет, я решила перезагрузить телефон. Пока он перезагружался, я просто отключилась на 5 минут. И он включился, видимо, и я вот уснула как-то, и мне звонит девочка с Дубая. С Дубая? Моя знакомая, да, мы с ней вместе учились английской. Она мне звонит, она кричит в телефон, я говорю, что случилось? То есть она вот кричала прям во весь телефон. Я говорю, что случилось? Она говорит, ты еще не видела? Я говорю, что не видела? Она говорит, зайди в Инстаграм. Я говорю, что случилось? Зайди ты в сторис у Гуара. Она мне кричит, давай как включать этот телефон, интернет, все. И ладно, Инстаграм. Теперь грустится, долго грустится. У меня телефон... Уведомление. Да, тогда у меня 10-й был, и он бедно... Весь трясся. Да, из-за вибрации он такой... Такие звуки, короче, в нем были. И люди меня просто поздравляли, а я еще не понимала, что происходит. Чем поздравлять тебя? Я не могу, потому что я захожу в директ, у меня он просто так обновляется. Но ты логично, она все равно догадалась? Нет, я даже не думала, что что-то случилось там, то, что я как-то могла выиграть, да. И на тот момент я всегда говорила сторис, да, ребят, неважно, выиграю я или нет, просто поучаствуем, просто ради забавы, да, как бы, но вы меня, пожалуйста, поддержите, помогите, может, нас заметит, да, то есть я всегда мотивировала на то, что это участвую не я, а как бы мы все вместе, не знаю, даже когда она поздравляла, она у себя в сторис, это был единственный случай, когда Гуар поздравляла лично, вот себя снимая, да, на селфи, себя снимая первый раз за всю свою историю марафона. Да, она обычно как бы скриншотом объявляет всех победителей. Да, и вот первый раз такой. И она говорит, Айна с Туркменистана, она подписана как Айнуля. И ты представь, туркмены, которые разъехались и живут в разных точках мира, да, они все на меня вот подписались, и по сей день смотрят, следят за мной, а многие вот очень многие подписались ко мне вот после этого, и тоже как бы молодец, я горда, то, что я туркменка. Даже мне мужчины писали, вот именно мужской пол, они написали, молодец, сестренка, ты молодец, ты показала Туркменистан, ты справилась. Это среди сколько вот миллионов участников быть замеченной и попасть в эту десятку, это огромный плюс. Конечно. Потому что когда я видела то, что Лара тоже какой-то денежный приз, по-моему, у нее выиграла, все равно какой-то вот, то, что она вот наша, да, то, что она с Ашхабада, мы ее знаем, вот, все равно гордость есть.
за своего соотечественника, естественно. А потом, когда у тебя такое, то есть мне все вот написали, все поздравили. Да, конечно, есть некоторые визажисты, которые даже поздравляю, не смогли написать. Ну, бывает же такое. Но Ну, ничего страшного, согласись, да. что это твой первый успех. Это в какой-то мере, да. Это, знаете, как сказать, это дал мне шанс верить в свои слова, верить в то, во что я верю. То есть я верю в хорошее со мной случается. Я верю, что у меня получается. Всегда нужно настраивать себя на позитивное мышление. А я еще хочу одно добавить, что ты вот говоришь, самый главный секрет в этом, да, в твоем участии, то, что ты не одна, а ты с ребятами, с твоей командой. И их энергетика, возможно, ну, я думаю, 100% помогла тебе вот в тренды вывести. Скорее всего, это и есть так. Ну, молодец, я тебя еще раз поздравляю. Спасибо. Когда ты рассказываешь, такие глаза горели, умничка. Спасибо. Бывают ли моменты, когда тебя покидает вдохновление? Что Бывает. ты делаешь тогда? Очень часто. Часто? Да. Последнее время или всегда? Ну, я такой человек сам по себе. Я, во-первых, редко депрессую. Но когда я депрессую, это просто капец. Так интересно, что происходит тогда. Меня просто вот невозможно найти, скажем так. Даже дома меня никто не трогает. Они вот понимают то, что все, она там. Тебе не нравится, когда тебя видят такой? Да. Я предпочитаю переживать это самостоятельно. Потому что я не люблю, когда меня жалеют. Я не люблю, когда мне говорят, ай, вот так вот, надо было вот так. Все равно я эти советы не слушаю. Я послушаю, я все равно сделаю по-своему. Поэтому мне лишний раз какой-то совет, да, даже элементарно, мама говорит, я тебе что-то говорю, ты все равно послушаешь, сделаешь по-своему. А так и надо, потому что это моя жизнь, я потом не хочу говорить, я хотела так, но я послушала там того-то, того-то и сделала вот так. А надо было сделать по-своему. Я лучше сделаю по-своему. Правильно. Если ошибусь, это вообще, то есть это моя вина, как бы, то есть это мой выбор на тот момент. Но не всегда было так. Всегда. Всегда? Даже в детстве? Я вот такая сама по себе с детства. Супер. Я могу послушать, я сказать, ладно, хорошо, и все равно сделать по-своему. Не корчу лицо, когда мне какой-то совет дают. Я слушаю внимательно, я прислушиваюсь, но делаю все по-своему. Если мне какая-то там полезная информация была нужна со слов этого человека, да, я возьму. Я возьму его во внимание, я прислушаюсь, где-то, может, изменю свое, добавлю, но опять-таки это будет моим решением. Да, это поможет. А вот в воспитании, что было и есть главное для тебя в твоей семье? Что постоянно советовал папа? Чему постоянно учила мама? Может, вот исходя из этого, с детства у тебя вот такое вот сугубо твое именно мнение. Вот как я решила, так и будет. Вот это правильно. Они, может, тебя так воспитали все-таки или в генетике, или у тебя, или у мамы, или у папы должно быть? Скорее всего. У папы. Скажем так, я вообще была всегда папиной дочкой. Все песни «Она папина дочка», это про меня было. И мама всегда говорила, папа оглум называл меня всегда. Почему? Ну, потому что, не знаю, он как не огл, а вот он видел во мне мужской характер. И во мне этот мужской характер есть, скажем так. Не скрываешь. Я не скрываю, потому что как бы знают все об этом, мои родные, мои близкие, мои друзья, все знают, что во мне есть какой-то мужской характер. Ну, когда надо побыть леди, я леди. И хочу сказать то, что, скорее всего, это от папы перешло и от воспитания папы. У меня папа всегда говорил, «Урлонгмы, гитта арангал». Ух ты. Да. Не ябедничай. Хаққыңа кидірме, келіп ағлама. То есть не жалуйся, дядя. Из-за этого тебя в дзюдо отправили. Да, кстати. Нет, я Ты когда уже с самого раннего детства? На самом деле, да, у меня спорт, у меня и у моего брата в жизни, в детстве не было свободного времени. То есть мы на улице играть выходили только летом. Остальное время, все эти 9 месяцев у нас был спорт, у нас были репетиторы, у нас была школа, у нас были курсы,
там танцы у меня, да, у него хоккей. То есть у нас даже, мы просто приходили, так вот вырубались, челюсть, я теперь. Ну, правильно же. И, как бы сказать, у нас такого свободного времени не было никогда. Только если летом мы могли позволить себе поиграть на улице. Да. Но это у всех бывает. Все равно, да, мне кажется, это какой-то интересный период нашего детства был. И это все запоминается. И вот, не знаю, отталкиваясь от этого, весь вклад родителей в своих детей, оно проявляется, оказывается, с годами. Мама что советовала постоянно? Я, честно... Чему учит мама? Мама меня постоянно ты девочка, ты должна убираться, ты должна там... Напоминает всегда, должна, да? Да, она постоянно мне напоминала. Сейчас моя мама просто приняла тот факт, то, что я лучше заплачу кому-то. Видишь как? Да. Ну, потому что ты бизнес-леди. İslenek enatan arzuy, oğlu yirmek qıyız çıkarmak. Şeylekem olorun bağıt döylerini, quramaçılıklı, yukarı derecede şadiyan şağalanlı geçirmek. Onun için size ak şekerinin aşağıdın güdülüğüne koş oturup, Bağıt Köşkü Toy Davaralar Merkezi'nin acayip Alem Toy Merkanı size öz hizmetlerini koduyor. Dine bizde amatlı bakadan toy edyenler için 150 manattan başlayan toy tağamları. Selekem Alem Toy Merkanı'nın toy edyenler için yürüyüşü soğudu olan yaşlılar için süycülük tortucu. Onların ilkinci maşgala foto suratı. Zal bedevi. Bağışlar için ışık ve petencanları. Şeylekem belgelgi, gelin maşini side garaşya. Haberleşmek için şu aşağıdaki telefon belgeleri aylak bilersiniz. Alem Toy Merkanı, arzularım, hasıl olayan yeri. Кем ты мечтала стать, когда была маленькой, в детстве? Это, наверное, вопрос стандартный для меня. Я всегда на него отвечаю. Я всегда думала и была на 100, даже на 200% уверена, что я стану стоматологом. Стоматологом? Да. Почему? Потому что, во-первых, я хотела стать как папа. И, во-вторых, я хотела себе голливудскую улыбку. Ух ты, ну, которую ты себе подарила. Которую я сама себе, да, папа мне сделал. И, то есть, у меня папа стоматолог. Я в последнее время не скрываю об этом. Он у меня стоматолог и преподаватель на кафедре. И что-то пошло не так, когда появился урок химии. В 7 классе или в 8? В 7. Я просто ненавидела урок химии. Я сказала, нет, это не мое. Потом полюбилась мне история. Гуманитарные, да, уроки? Да, меня потом больше начало тянуть к юриспруденции. Я думала, я стану юристом. Но жизнь вообще меня не в то направление накинула. Соглашусь. Вот кто, я не думала, что я стану какой-то такой медийной личностью. Я уже это признаю, то, что я медийная личность. Потому что был бы ты обычный человек, тебя бы не узнавали нигде, и с тобой бы не фотографировались, тебя бы не любили за твою любовь. Конечно. То есть никто бы об этом не знал. А когда к тебе подбегают детки, обнимают, это их эмоции передается мне, и я заряжаюсь их энергией, их любовью ко мне, да, и тоже получается, какая у меня отдача, такой обратный ответ. То есть тебе нравится, чем ты сейчас занимаешься? Да, мне очень нравится. Супер. Я довольна, я ни капли не жалею. Отлично. Айнуль, откуда ты берешь идеи? Для сторис, для рекламных роликов? Вот я пока не возьму телефон на руки, да, вот так вот, если не начну записывать, я вообще не думаю, что я сейчас скажу. То есть я открываю камеру. Импровизации? Да, у меня всегда идет импровизация. Я открываю камеру, и все, у меня в этот момент что-то
бывает иногда то, что я хочу что-то сказать. Открываю камеру, я забываю об этом, и я начинаю говорить совсем о другом. Мозг как у тебя работает? У меня когда, знаете, скажем так, когда говорят, что у тебя в голове творится, я говорю, там просто война какая-то происходит, я не могу понять, что там. У меня столько идей, я не успеваю это все воплощать, я не успеваю все это записывать на листочки. Потому что, когда мысли приходят, их лучше записать, чтобы об этом не забывать. Потому что бывает такое, что мне офигенная какая-то мысль приходит, и я просто тупо о нем забываю. А это могло бы сделать такой фурор какой-то вот, произвести, да, на меня, на тех, кто вот меня смотрит. Это всегда так? Это всегда так. Я реально не успеваю записывать свои мысли. Все, просто надо взять телефон и у меня приходит вдохновение. Да. Ни книжку, не посмотреть. Я вообще не любитель читать книги. Ребята, если вы не любите читать книги, не читайте их. Если даже вас заставляют. Нет, я вот честно скажу, никогда в жизни не прочитала ни одну книгу целиком. А аудиокниги? Нервим, да, так, кстати. Шукурляу, тира, немит ярайди, я люблю слушать, когда мне рассказывают что-то. Но, живое общение. Да, долго и нудно тоже вот мне надо все в меру. Такой вопрос. Почему ты решила похудеть? Я решила похудеть, но я устроилась в Алтын, и меня тут все время пытаются накормить. Кстати, дорогие друзья, мы находимся в Алтын Paradise Garden. Тут несказанно красиво, уютно. И мы сейчас с Айнулей пьем латте. Да. Приходите к нам. Да. Трудно было вообще на нас вот смотрят зрительницы, те вот тоже девочки бывают с лишним весом, которые бывают даже и не с лишним весом, все равно вот все мало, хочется. В чем сложности? С чего надо начать, чтобы похудеть? Вот отсюда. С мозгов. Да. Если надолго еще, да, наверное? Надумала, может быть, я сама по себе такая. Вот элементарно я была на марафоне у Ханумы. Многие знают ее, многие участвовали у нее в марафоне. И, скажем так, когда я начинала, я поставила себе срок до Нового года. А начала когда? В июле. В июле это 5 июля. 6 месяцев. 6 месяцев. Да. И я сказала, я хочу попробовать у нее на марафоне полгода. Вот. А у нее именно марафон шел на похудение? Ну, ты, получается, правильно питаешься, и за счет этого ты скидываешь вес. Ты всегда сытый, ты не голодный, плюс это все вкусно. Все. Да, супер. И как бы ты скидываешь вес. Это сама должна готовить. Можно сама, можно заказывать, как бы есть такая услуга. Тебя отправляют еду на твой день. И получается вот, и я себе вот, я просто понимаю, да, и сейчас опять вот к этому пришла, и я думаю, сейчас, вот после Нового года, мне сложно возвращаться. Я как бы держусь, но потому что я поставила себе срок до Нового года. Вот мне опять надо вернуться к тому, чтобы я опять себе поставила срок и вот дальше продлилась. Потому что у каждого человека, кто худеет, это, наверное, какая-то психологическая сторона мышления, да, или, я не знаю, может, мозг как-то так разработан. Ну, марафон добежал, все. Да. Теперь можно расслабиться, наверное, из-за этого. Наверное. Нет, я вообще хочу сказать то, что я и до этого скидывала. В 2019 году я на 40 килограмм похудела. Ух ты. Но я потом их резко набрала, потому что как бы неправильно вышло с питания, с правильного, неправильно как бы, ну, было карантин. Да. Был карантин, и были закрыты все спортивные залы. У меня как-то все потухло. Я сказала, ну ладно. И опять плюс. Дальше. И вот теперь очень хорошо. Я сама очень многих смотивировала пойти на этот марафон. И очень многие даже скинули больше, чем я. Супер. Да. С тобой вместе. Со мной вместе, даже чуть на 2 недели позже начав, чем я. Но хочу сказать, вот у меня прошел тот период, который я сказала до Нового года. Мне теперь надо перекомпенсировать то, что у меня на голове.
и сказать, поставить опять какой-то срок себе. А ты теперь что будешь делать? Опять какой-то марафон искать или сама что-нибудь придумаешь? Нет, я сейчас тоже у Ханымы, просто я немножко, вот, прости меня, Ханума, я немножко нарушаю. Скажем так, не ем еду вовремя. Не успеваешь, наверное. Нет. Или не хочешь? Не хочу. Вот если я не хочу, я его не съем. Лев. Вот настоящий лев. Львы такие. Не хочу, не надо, значит. Вот а сам не надо. Вот я лучше его не съем, если я его не хочу, но я себя заставить не могу. Ну, сейчас какой-то период с тобой. Наверное. Что-то происходит из-за этого. В эмоциональном плане. Может быть. Не знаю, может быть. И такая грустная мелодия, да? Влюбилась? Нет, я не влюбилась. Точно? У меня все нормально, я не лоханусь второй раз. Не надо, хватило мне. Понятно, ясно. В общем, если хотите похудеть, надо начать сперва с мозгов, не ставить себе сроки, сказать на всю жизнь: хочу выглядеть идеально в здоровом теле, в здоровом духе. Да. Итак, следующий вопрос. Что тебе помогает в жизни, а что тебе мешает? Как вот балласт. Всегда тебе вот мешает, вот это всегда есть с тобой. А что постоянно помогает? Одним словом, мне и помогает, и мешает моя доброта. То есть я тебя понимаю. во многом моя доброта мне помогает. То есть, а где-то она мне мешает. Почему? Потому что некоторые люди пользуются моей добротой, скажем так, и вытирают ноги. Но их, наверное, меньше теперь. Да, уменьшается. Ты же вначале сказала, я больше... много кто уходит. Да. Я потому что начала фильтровать и проводить через сито, нужен мне этот человек или нет, который мне приносит вред, который эмоционально меня насыщает негативом. Я просто убрала этих людей из своей жизни, и все. И шикардосно. Мне один раз Гульнара Эвар, знаешь, посоветовала так. Не посоветовала, сказала: всегда, говорит, даже в жизни должна быть гармония. Не всегда женщина должна все вот это таскать, даже бытовые элементы. И с детьми муж должен помогать, должна быть гармония. И тебе тоже, наверняка ты знаешь, когда ты что-то отдаешь, ты должна взамен получать. Да. Что для тебя главное в жизни? В плане, чтобы мои родители были здоровыми и рядом. Я действительно этим дорожу. Я вижу, сколько моих друзей теряют своих родителей. Я вижу, в каком они состоянии. Я просто знаю их с детства, и каково это. Да, это невосполнимо. Это братан, согреб, и взамен ничего не дашь. И вот я просто жила вдалеке от родителей, да, несколько лет. Это не 1 год, не 2, я 6 лет жила вдалеке. И я знаю, что это такое, я знаю цену родителям, то есть то, что они бесценные. Но, опять-таки, уделить времени, которого вот мне не хватает чисто физически, да, у меня не получается. Я всегда стараюсь, я всегда так вот стараюсь это делать. И мне кажется, что я что-то делаю мало для них, когда они мне говорят: Этме, зачем ты так делаешь? Хватит. Значит, еще надо сделать, да? Надо, наверное, еще сделать, потому что, может, мне хватает заботы. Айнуль, планируешь ли ты свой день? Записываешь ли цели на каждый год? Никогда в жизни. Да ну. Вообще. Я бы по тебе не сказала. Как будто вот ты говоришь, вот приходит мысль, надо записывать, я не записываю. Ладно, день не расписывать, наверное, но цели на год ты, наверное, пишешь. Нет? 1 раз я попыталась это сделать, это было в прошлом году. Это ты где-то услышала или надо? Я знаю то, что надо записывать как бы цели, ставить их, и воплощается оно вот, да, вот со временем, и ты их зачеркиваешь, и ставишь новые цели. Да. Я это знала как бы всю жизнь, и просто никогда не пробовала. Но я это сделала в прошлом году, и просто под Новый год достала этот свой единственный блокнот, где у меня там записаны вот эти вот цели на год, на прошлый год. И я поняла, что я все сделала. Сделала? Да. Видишь, как работает? Это работает, но опять-таки
Я лентяйка, я это не сделала в этом году. А ты как там сроки ставила или просто написала? Я поставила срок, я должна в этом году сделать и перечислила вот это. Супер. И, кстати, похудеть минимум на 20 килограмм я написала, я похудела на 30 килограмм за полгода. Это я даже не думала, то, что я писала об этом. То есть, когда я начинала, я забыла то, что я писала где-то, что я должна похудеть на 20 килограмм. Я писала то, что мне надо сделать то-то, то-то. Я это сделала. Я вот 8 пунктов, которых я выполнила, как? Супер. Как я вообще об этом забыла? Я просто вот чисто вот, как сказать, как схема, да, наверное, у меня в голове, не знаю, сработала эта функция, и я действительно это все сделала за прошлый год. У тебя мозг такой, наверное, супер мыслительный, потому что супер мыслит, потому что, знаешь, как в других курсах, когда обучают, да, надо, чтобы была цель, были вот эти цели, на пункты расписаны минимум на 10, и надо это все писать минимум 21 день. А ты один раз написала, забыла и сделала. Да. Супер. И самый главный вопрос, даже название нашей передачи связано с этим. В чем ключ твоего успеха? Ключ моего успеха? Я бы не сказала, что я какой-то успешный человек. Ну, я успешна в чем? Ну, подожди. Нас вот смотрит Нефи Польса, дай бог, миллионы людей. Чон ярса фигнирн фейлер? 100%. И ты получаешься успешный человек. Вот добиться, чтобы такого успеха, такой медийности, такой узнаваемости. Что надо делать? Ну, быть собой, открытость, честность, притягательность, естественность. Надо ли что-нибудь учиться, дорабатывать, что-то исполнять? Учиться всегда надо. То есть мы люди, мы с каждым днем совершенствуемся. То есть совершенству нет предела. С каждым днем какая-то новая информация, какая-то новая вот, привычка, какое-то новое знание, да, скажем так. И с этим мы совершенствуемся с каждым днем, с годами. У кого-то действительно уходит несколько лет, чтобы понять просто какую-то маленькую вещь. Те люди, которые бы хотели оказаться на моем месте, да, во-первых, не надо хотеть оказаться на чьем-то месте, надо оказаться и быть на своем месте, просто воплощаться так, кем ты себя видишь. Потому что я думаю, вот эта вот маска со временем, наверное, уходит. Да, конечно. И все равно ты вот это вот, когда иногда бывает такое, что, например, я не буду говорить кто, они забывают надевать на себя вот ту маску, как ты сказала, да, на себя, и ведут себя совсем по-другому, кем они вообще не являются. И ты такая смотришь, и ты думаешь, что происходит? У меня был такой момент. Да? Тоже медийные люди на публике, они такие пафосные ходят, а в кабинет зашли с персоналом, как они общаются. Мне было так стыдно, и мне бы хотелось просто выйти. И вот хочу сказать, я сама была тоже начальником, у меня был салон, у меня было очень, то есть у меня менялся, как бы сказать, персонал, да, то есть сотрудники менялись, и это иногда надо держать вот этот вот нужный момент, субординацию между начальством и сотрудником. Я этого никогда не умела делать. Не умела, потому что это опять-таки моя доброта. Вот, где она мне мешала. И я всегда... Вот какой твой минус ты? Я понятливый человек. Я все понимаю. Сразу в его положение входишь. Я вхожу, да, в положение того человека. Вот, это неправильно. Не всегда. И ты пытаешься отдать все последнее, да, этому человеку, чтобы помочь ему. Вот опять-таки забираешь его энергетику,
ходишь, ноешь, плачешь потом, вот, потому что ты думаешь, как этот человек. А я хочу еще добавить, этому человеку ты, помогая, может быть, делаешь его слабым. Да, да. Когда он может бороться. Самостоятельно. Да. Но не хочет. Но не хочет, остается ребенком. Да. Ясненько. Ну, Айнуля, подходим к концу. Какой у тебя совет новичкам, которые бы хотели пойти по твоим стопам? Что надо сделать? С чего начать? Это как звучит, да? Пойти по твоим стопам. И последом по твоим следам. Тот человек, который хочет что-то начать, я просто хочу напомнить, может быть, не получится, но ты не сдавайся. Если ты действительно этого хочешь, у тебя все получится. Классно. Какой ты себя видишь через 10 лет? Счастливый. Счастливый? А что вокруг тебя? Ну, вокруг меня через 10 лет будут мои дети, мой муж, моя семья. И я буду где-то там отдыхать. А они будут дома. Они будут дома. Я вообще люблю отдыхать одна. Одна? Ну, правильно. Что, потому что дети, что-то отдых. Отдых или она действительно... Многие одиночество для поколения это неправильно, опять-таки. Это отдых с самим собой. Эмоционально. Да, ты остаешься наедине с самим собой, твои мысли приходят в порядок. Очень многие это путают с депрессией. Нет, отдых вот, с самим собой это реально помогает. Очень часто помогает. Ясно. Каким бизнесом ты сейчас занимаешься? Какое у тебя направление? Бизнесом сейчас никаким не занимаюсь, но я занимаюсь SMM-продвижением. То есть я собрала команду, которые знают свое дело. Называется As Creative. Да, As Creative – это, скажем так, наше детище с Атаджаном. Что такое As Creative? Это наша студия, где мы занимаемся SMM-продвижением и графическим дизайном. Развивайте свой проект, шоу или вообще, как скажем, ключ к успеху. Проект «Ключ к успеху» с теми людьми, у которых действительно есть таланты, и вот что они представляют именно успех. Потому что эти люди, которые только-только карабкаются, еще успех это и вот в их понимании, что такое успех. Конечно. Вот это интереснее, скажем так, чем нежели спрашивать у людей, которые уже успешны. Успешный человек, он всегда трудился, он трудоголик уже по, скажем так, по арифметике, да? Да. Он уже трудоголик. А тот человек, который работает, чтобы достичь успеха, у него больше, скажем так, эмоций в ожидании достижения к этому успеху. Конечно. Вопрос интересный, Гуль, тебе понравилось? Очень интересный вопрос, я сама даже как-то эмоционально зарядилась. Ну что ж, дорогие друзья, пишите в комментариях, какого успешного бизнесмена, бизнесвумен хотите вы увидеть, вот как Айнуля говорит, живого. Пишите в комментариях, и мы его обязательно пригласим. До новых встреч, до свидания.